это оборонная организация. Это та структура, которая позволила создать целую плеяду знаменитых летчиков, моряков, космонавтов. Кстати, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, это был досафовец, да? Терешкова досафовцы. Более того, каждый четвертый герой Советского Союза был из досафа в Великой Отечественной войны. И каждый дважды герой, это были тоже досафовцы. Но я хочу другое сказать. Через досаф прошли более миллиарда человек. Это структура, которая в советское время ты без, получить права ты не смог бы без досафа. Сегодня немножко по-другому ситуация. Но главное 4 направления, которые сегодня действуют для досафа. Это для вас, для молодежи. Это, во-первых, подготовка по военно-учебным специальностям. Это у нас идут десантники, это у нас идут военные водители и так далее. Это подготовка по специальностям массотехнической профессии, это водители. Их 26 направлений всевозможных. И это спорт высоких достижений, это массовый спорт, это военно-патриотическая работа. Кстати, юная армия создана была как соучредителем ДОСАФ был. Более того, хочу сказать, что вы поймите главное, задача ДОСАФа – это в первую очередь поддержать молодежь в ее стремлении быть защитником Отечества. Более того, мы хотим в первую очередь те социальные незащищенные слои, чтобы они шли через нас. Вот сейчас мы разворачиваем ДОСАФ Центрального округа на новые направления. Ну, например, это парашютное, это стрелковое направление и так далее. Ну, такая ремарка. Я как-то приехал на аэродром зимой, проверять аэродром у нас, свой аэродром. Вот, смотрю, мой заместитель и начальник центра одного учебного стоят, готовятся к прыжку. Я говорю, кто вам разрешил? Потому что, как бы, спрашивать должно быть. Ну, есть система управления. Ну, вот так сложилось. Я говорю, ну, давайте я тоже одену и буду прыгать. Тут начальник аэроклуба говорит, нет, Вячеслав Иванович, это вы у нас единственный, там, как обычно, начинается. Я говорю, да, все, останавливаем прыжки. Короче, нашли подвесную систему, такую маленькую, что я еле влез в нее. Я сказал, если я сейчас не оденусь, значит, прыжки останавливаем полностью. Выпрыгнуло. Оказывается, засняли. И через некоторое время мне докладывают, министр правительства Москвы прыгает с парашютом. То есть вот такие вещи. Но молодежь у нас проходит тысячами через парашютное дело. И я хочу сказать, что вы понимаете, главное, конечно, это в здоровом теле здоровый дух должен быть. И когда сегодня наши бойцы, многие из них закончили досафовское направление, воюют с нацистами, это самый такой, скажем, сложный период нашей страны истории, когда идеология поменялась, когда люди вот противопоставляют других по национальностям, по другим направлениям. Наша задача – единое государство. У нас очень глубокие корни, они очень многообразны. И хочу сказать, что семья – это самое главное, вот и ваша семья. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, берегите своих близких, маму, папу, берегите своих братьев, сестер. Это очень важно по этой жизни, потому что, вы поймите, вот семья позволяет говорить о государстве. Если семья чистая, государство тоже чистое. И пользуясь случаем, здесь уникальный центр. Он называется Международный этнический культурный центр тюркских стран, тюркоговорящих стран. Я хотел бы вручить, пользуясь случаем, наши юбилейные медали президенту, значит, вот этого центра, Рустаму Фанзиловичу, да, я с вашего решения. Поздравляю вас от души. И еще пользуясь случаем, да, я хочу тоже, чтобы у вас была такая медаль, честь 95 нашего оборонного сообщества. ДОСАФ – это добровольное содействие армии, авиации и флота. У России только 2 защитника – вооруженные силы и ДОСАФ, чтобы вы знали. Вот такую книгу я написал, она о семье, о любви, об этой жизни вашей молодой. Вот я всегда говорю, что 100 лет назад нас не было. Ну, не было у вас тоже, да? И через 100 лет нас не будет. Вот эта жизнь загадка. Загадка настолько, что каждого из вас рано или поздно заволнует. Почему? Потому что у каждого из вас есть право
один стремится ввысь, per aspro ad astrum, свой звездных к звездам, да, это вот такое выражение есть. А другой живет так, как он живет. Но ваша жизнь – это подарок кому-то, кто-то дал сверху. И вот когда вы ее проживаете, вы ее возвращаете тому, кто ее вам дал. И я хочу, чтобы этот подарок был велик, знаковый для вашей семьи, для вашей страны, для нашей страны и для тех, кто окружает вас. В этой книжке все написано. Спасибо. Я хочу вам крепкого здоровья, сильного духа и любви к нашей многонациональной культуре, к нашему многонациональному народу. Он великий своей тысячелетием. Спасибо.